знания. Почему 1 сентября надо все время учиться? Почему не... Ну, извините, вообще-то не все ходить в нулевой класс. Понимаете? Я знаю, но сегодня вы видели же, что все красивые костюмы одеты, все знают. Видят. Потому что это день знаний, так его назвали, потому что дети идут в школу и многое там узнают. А если они еще остаются в садике, то они не идут в школу и еще не знают, что такое школа. Что такое знание? Знание – это то, чему человек сначала учится, а потом с помощью этих знаний что-то может приобрести, что-то придумать или стать гением, потому что от знаний ты все много и много узнаешь. Если, например, два знания, можно получить еще одно знание сложить. То есть без знания человек никак не обойдется, да? Если бы никто не придумал всякие научные исследования, то человек бы с ума сошел. Без школы, да? Ну да, без школы, без садиков. Если бы человек без института, ну тогда бы человек просто был сумасшедшим, глупым. Да, соображал вечно. Например, день знаний – это когда все дети что-то узнают, готовятся. Например, цвета какие-то нужны для букв. Нужны. Да. Например, гласные буквы, которые поющиеся, их означают красным. А те, которые не поющиеся, их означают синим. Я, например, хочу многого чего узнать. Был один космос. Как могла природа придумать планету? Ну, понимаете, мне вот папа говорит, что то все, что мы знаем, это Бог. А некоторые люди вообще не знают то, что знает Бог. Понимаете? А Бог все знает. А вы знаете хоть чуть-чуть чего-то, что могут что-то на космосе случиться? Я лично не изучала космос. Мне бы лично хотелось выучить разные знания, те, которые я еще не знаю. А я, например, хочу, знаете, кем стать, когда я буду уже взрослый? Нет. Я очень хочу стать зубным врачом или делать прически. Кем бы вы хотели стать, тоже меня интересует. А вот знаете, кем? Мне очень хочется иметь ферму. Почему? Потому что, понимаете, я люблю сажать, я люблю ухаживать, и мне нравятся разные животные и птицы. Я вообще люблю природу, но вот когда выхлопные газы, я просто не выношу. Ненавижу. Вот то, что курят, бросают это на траву, это может быть, да, может засорить мир и нашу планету. Вот вы видели, что вся Земля почти? Ну, вот я видел, но не вся Земля. А раньше вообще весь мусор выбрасывал на улицу, такого ничего не было. Что ты будешь делать 1 сентября на следующем году? Я лично не знаю. Например, тебе не говорили, да? Ну да, ну может я уже буду в 1 классе. И у меня будет выпускной, когда я пойду в 1 класс. А если ты не пойдешь в 1 класс, что ты будешь делать? Этого не может быть, потому что все списали, и все это точно. Что бы было бы, если бы вы не смогли пойти в школу? Ну, я бы тогда занималась чем-то интересным. Ну, творчеством там, рисовать. Может быть, я бы ехала все время на пляж. Или понимаете, сентябрь это уже осень. Пляжи холодные, вода холодная, невозможно загорать. Что вы там делали бы? Бывают такие люди, моржи, и вот они могут в любое время года купаться на улице. А почему, например?
Вода же, как вы говорили, она холодная становится. Да. Но они привыкли, им кажется, что им не холодно. Давайте поговорим о том, что дети дарят учителям в этот год. В этот год. Я знаю, что дарят. Коробку конфет можно подарить цветы. Короче, дарят подарки. Они упакованы или нет? Если коробка конфет, то да. А если цветы, они завернутые, а потом открываешь, и тебе сюрприз. Поэтому лучше приносить завернутые. Тогда учитель еще не знает, какие цветы, а когда открывают, Они радуются, да? Да.